В Мордовии присяжные вынесли вердикт лидерам преступного сообщества, которые держали в страхе местных жителей на протяжении 20 лет. На скамье подсудимых предполагаемый организатор группировки Владимир Казанин и бывший замначальника криминальной милиции Сергей Коцюбинский. Им было предъявлено обвинение по 14 статьям, в том числе убийство, бандитизм, дача взятки и незаконный оборот оружия. Из Саранска Юлия Литвинова. Судебный процесс над лидерами и участниками некогда могущественного организованного преступного сообщества МОРД-2, которое действовало в регионе на протяжении 20 лет, близится к развязке. Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт 11 подсудимым. В том числе и предполагаемому организатору группировки Владимиру Казанину, а также вероятному осведомителю ОПГ, бывшему замначальника криминальной милиции МВД Республики Сергею Коцюбинскому. Подсудимых признали виновными в серии тяжких преступлений. Весь фактически брать спектр статей от убийств, вымогательства, должностные преступления, то есть все здесь у нас присутствует. По версии следствия, группировка появилась на рубеже 90-х годов и со временем взяла под контроль большую часть Саранска, столицы Мордовии, а затем распространила свое криминальное влияние и на соседние области. Долгие годы участники банды оставались неуловимыми. Тщательно подготовленные спецоперации правоохранителей проваливались. В последний момент исчезли свидетели и подозреваемые. Позже выяснилось, что обо всех мероприятиях ОПГ предупреждал информатор, тот самый Сергей Коцюбинский. В результате наблюдения за офицером стало известно, что бандиты ежемесячно платили ему по 250 тысяч рублей. Бывший высокопоставленный сотрудник органов внутренних дел, полковник милиции Коцюбинский, был задержан с поличным при получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Сразу после задержания полковника участники ОПГ, не владея информацией, стали совершать ошибки. И их поимка была лишь делом времени. Были спланированы четкие мероприятия и, естественно, основной удар сразу же был нанесен по лидерам, по активным участникам, для того, чтобы дестабилизировать работу этой преступной группировки. В 2011 году уголовное дело МОРД-2 было направлено в Верховный суд республики. Все это время процесс шел в закрытом режиме. Дело в том, что была информация о попытках оказать давление на присяжных. Всего в рамках спецоперации по ликвидации одиозной банды было арестовано и задержано свыше 50 человек. Установлено причастных к совершению 180 преступлений. В ближайшие дни Верховный суд Мордовии вынесет приговор и назначит обвиняемым конкретные сроки наказания. Юлия Литвинова, Андрей Купряшкин. Вести. Дежурная часть.